хочу вот это просто продолжать, что Адина уже сказала. Продвижение неформального образования это, конечно, очень большой пункт, потому что это, как я уже сказал, почти 2/3 вот этого населения до сих пор не принимали участие в курсах повышения квалификации. И даже около половины даже не знал об этом, или не знает об этом. Это, конечно, цифры, которые слишком высоко. И мы им предоставить возможность познакомиться с этими предложениями со стороны частными и государственными провайдерами этих курсов, что они имеют и какое-то представление, каким образом они могут повысить их квалификацию. Поэтому мы будем и работать, особенно в сфере вот этого, ну, как сказать, повысительных способностей с неформальным образованием или развития профессиональных навыков. Потому что это показывает, что особенно в регионах ситуация даже если бы, я не хочу сказать хуже, но в принципе это так, что даже там часть населения, которая совсем не знает об этих предложениях, это гораздо выше, чем в городах. Поэтому мы будем и организовать какое-то региональное мероприятие, особенно вот это какое-то awareness raising campaigns или кампания для продвижения неформального образования. Мы будем провести какие-то круглые стола в разных регионах, которые начинаются в мае этого года. Что касается особенно разработки бизнес-моделей для представления формального развития профессиональных навыков, это тоже особенно важно, потому что до сих пор это понятно, что довольно много предприятий не видит какой-то выгодность, особенно представить какие-то курсы, которые не связаны, например, с высоким качеством программирования. Потому что если хочешь стать программистом, тогда есть довольно хороший курс повышения квалификации, они дорого стоят, но они уже очень востребованные. Но для обычной части населения, те, которые, может быть, не могут стать программистом, такие же предложения до сих пор, к сожалению, не существуют или не везде. И иногда не в уровне качества. Поэтому мы хотим особенно провести какие-то круглые стола, тоже при участии вот этого местных органов власти, частным провайдерам, государственным провайдерам, когда там работают и представляют такой курс на месте, чтобы это тоже вот этот делать. И об этом тоже будет отвечать наши коллеги Акима Султанова Розалиева, которые сейчас, к сожалению, не могут принять участие сегодня, и тоже вот Алтинай. И Алтинай, может быть, просто, и тоже может добавить несколько слов по оригинальный подход. Да, как уже упоминал Кристиан, в первой части сегодняшнего дня мы планируем реплицировать очень много опыта, который был наработан в течение прошлого года, в частности по Go-модели, потому что вообще бизнес строится по-другому в регионах, чем в Бишкеке, и в каждом регионе у нас свои особенности, своя специфика в том, что касается местного рынка труда, местных, скажем, игроков на поле трудоустройства, обеспечения занятостью и предоставления услуг образования. И вот это исследование осведомленности тоже показало такие региональный разрез, различия между областями в доступе к образованию. Поэтому стала необходимость выносить эту дискуссию на уровень областей, для того, чтобы как бы таргетированно в каждой области, более целенаправленно, адаптированно для нужд данной области выстраивать стратегии мероприятия проекта. В мае и в июне этого года мы планируем провести несколько круглых столов. Сначала это будет дискуссия на уровне местных органов управления, а также основных провайдеров на местном уровне. То есть это такая достаточно стратегическая будет встреча. В рамках этой встречи также будут подниматься вопросы инклюзивности. Осенью мы проведем семинары среди экспертов, среди профессионалов, которые позволят уже адресно формировать подходы в рамках каждой области и определить как бы основных партнеров. Определением партнеров мы будем заниматься и до этого, но осенью мы планируем уже рабочие семинары провести для того, чтобы адаптировать программы, если потребуется, под контекст каждой области. Кроме того, вот в
тоже рассказать о наших планируемых усилиях по повышению осведомленности населения. Мы планируем в партнерстве также с Центром инновационных технологий в образовании Улан-Удэ, с вашим центром и с другими партнерами провести караван навыков для того, чтобы в этом году покрыть какие-то из отдаленных регионов и рассказать им о проекте, о системе развития навыков в стране, которая имеется на данный момент, о возможностях. В частности, как мы утром обсуждали, важно распространять информацию о системе валидации и сертификации навыков. И вот такие выездные мероприятия, где будут также представлены возможности моментального развития навыков через какие-то мастер-классы. Это будет очень важно для того, чтобы и в отдаленных регионах население, в частности молодежь, почувствовали, что в стране, и узнали о том, что в стране есть возможности для обучения, что они могут получить доступ к таким услугам обучения. И также повысить осведомленность среди работодателей, как мы обсуждали утром, о том, что они должны в первую очередь формировать запрос на обучение и провести для них своего рода вот информационные семинары о том, каким образом это можно делать, потому что вообще частный сектор, он хочет вовлекаться, но у них пока нет как бы четких представлений о механизме, как это нужно делать, как они должны формировать этот запрос. Да, в рамках этой информационной кампании мы будем разрабатывать серию, как сказать, роликов, и я только могу пригласить представителей частного сектора, тоже министерства, с нами тогда разрабатывать это вместе. Это, конечно, финансируется со стороны нашего проекта, но с другой стороны мы хотим, как сказать, представить какой-то вид ролика, как, например, тоже вид работницы, может проектировать это курс повышения квалификации, кто это предлагает, кто можно это получить информацию. Что касается особенно каких-то конкретных предложений со стороны вот, от частного сектора, бизнес-ассоциации, GIA и других. Поэтому это, сейчас это видно, что есть информация на социальных сетях, мы не можем продвигаться. Это, конечно, тоже играет важную роль для, тоже для продвигания вот этого общего названия неформального образования. Что касается дополнительной информации, если мы говорим о том, что мы хотим создать благополучные условия для повышения и приподготовки в частном секторе, тогда это тоже, конечно, важно, что не только работать с платформой, как Ustad и Kizir.kg, но что особенно, что мы хотим усовершенствовать системы так называемых активных мер на рынке труда, представить как услужный курс для безработных, поэтому мы будем особенно тесно сотрудничать с Министерством труда. Почему? Потому что там тоже возникают вопросы, конечно, не только профориентации, но особенно вопросы, каким образом можно представить качественные курсы, которые позволяют безработным начинать, вот, я сказал, достойной рабочей работы. И для этого мы будем начинать тоже с следующей недели более обширные разговоры с вашим центром службы занятости, не только здесь в Бишкеке, но тоже в регионах. Я думаю, что это очень, по-моему, очень большой шаг вперед. И тоже надо, конечно, посмотреть, каким образом мы можем тогда сотрудничать с Фондом развития навыков в этом пространстве, который, по-моему, в прошлом дал большой поддержки тем, которые ищут вот новое рабочее место путем представления какой-то курса повышения квалификации. Следующее. Что касается тогда еще дополнительных элементов, это, конечно, тоже, как сказать, организация обмена опытом. Мы будем и организовать и подготовить, наверное, второй национальный форум в феврале следующего года. Но, конечно, надо подготовить это гораздо раньше. Это будет особенно такая организация вместе с проектом ЧБР и вот это Министерство труда, потому что мы хотим фокусироваться особенно на безработных как целевой группе, каким образом можно такие так активные мероприятия на рынке труда может поддержать их трудоустроить. И я думаю, что это тоже важный момент, потому что такие же вот этого курса повышения квалификации
нужно, конечно, финансировать. Обычно из госбюджета, но там есть, конечно, и конкретный интерес со стороны работодателей получить, ну, как сказать, хороших специалистов тоже из этих групп людей, которые сейчас не трудоустроятся. Поэтому я думаю, что это будет для нас тоже важный шаг вперед, в смысле вот этого, что в рамках нашего проекта мы можем и трудоустроить довольно много людей. В целом наши проекты мы будем фокусироваться на более чем 4,5 тысяч возможных участников. И в том числе у нас есть какой-то индикатор, что 675 должен быть трудоустроен. Это значит, они до сих пор не имеют никакое конкретное рабочее предложение, рабочее место. Поэтому я думаю, что это тоже, конечно, важный момент в рамках нашего проекта. Следующий. Что касается тогда вообще вот международной кооперации, тогда есть, конечно, еще другие проекты, которые здесь реализуются. Например, вот проект Дарья, финансированный Европейским Союзом и Европейским фондом образования. Я думаю, что особенно что касается вот поддержки, которая там оказывается и вопросы валидации и сертификации неформального образования, и то, что касается разработки новых образовательных стандартов и профессиональных стандартов, это, конечно, интересно для нас. Тоже я могу сказать, или нужно сказать, что мы не имеем какой-то сейчас мандат разрабатывать новые профессиональные стандарты. Но с другой стороны, конечно, мы хотим и обеспечить качество этих курсов повышения квалификации, что они базируют на существующие профессиональные стандарты, либо на международные стандарты качества в целом. Следующее. В конце концов, в рамках вот этого проекта, первый вот этого, как сказать, результат, мы будем особенно фокусировать не только на информационной кампании, но на, как сказать, поддержать развитие благополучия и состояния в экосистеме неформального образования. Мы уже обсуждали в рамках нашего состояния руководящего рабочей группы, что особенно важно посмотреть, каким образом можно усовершенствовать легальные базы, нормативные правовые базы для неформального образования. Существуют, конечно, какие-то элементы уже в законном образовании, но с другой стороны есть еще дополнительные аспекты, которые мы должны тогда поддержать. Это мы будем тогда делать тоже в тесном сотрудничестве с нашими коллегами с разными министерствами. Отлично. Вот вы видите, это уже сейчас наш второй результат, что мы особенно хотим дать молодым женщинам и мужчинам возможность принимать участие в этом курсе повышения квалификации. Я уже сказал, 4,5 тысяч людей должны проектироваться от нашего проекта. И это, конечно, имеет и большой элемент, что мы хотим разрабатывать бизнес-модель для представления таких же курсов повышения квалификации. В довольно многих странах в мире вот этот сектор неформального образования – это очень профитабельный сектор, это большой сектор. Там можно сказать, например, в Германии и тоже в Швейцарии несколько миллиардов евро или франков сейчас зарабатывается. Почему это так? Потому что мы знаем, что так называемое обучение на протяжении всей жизни – это не только слоган или лозунг, это, наверное, 100% востребование нынешние условия рынка труда. Но поэтому мы будем особенно вот это продолжать работать в рамках, следующий, пожалуйста, в рамках этого проекта Go Model. Спасибо, Давид. Это значит, что мы будем не только представить новые TOT, но особенно мы будем и поддержать развитие уровня специалистов, которые особенно занимаются с этим делом. Значит, мы организуем сейчас какое-то участие 9 специалистов, не только из нашего проекта, в так называемой CEMETS Summer School, летней школе в Швейцарии, где они будут обсуждать возможности усовершенствования системы неформального образования. И тоже я хочу вам еще сказать, что мы предлагаем для 3 участника возможность принять участие в так называемой международной конференции по профессиональному образованию и обучению в Лозанне. Те, которые интересованы принимать участие, мы будем еще вам представить дополнительную информацию, но у нас есть еще 3 места для интересующих сторон, которые тогда хотят, может быть, принимать участие. Что касается особенно вот этого, следующий слайд, пожалуйста.
Что касается элементов, которые связаны особенно поддержкой вот этих частных провайдеров или провайдеров неформального образования, мы думаем, что особенно сотрудничество с провайдерами формального и неформального образования это очень важно. И для этого мы будем тоже провести несколько мероприятий, но особенно можем и посмотреть, каким образом особенно востребовано существует со стороны формальных провайдеров этого обучения, это лицеи и колледжи, но тоже касается университета, потому что, конечно, самый важный момент это, что такие же курсы повышенной квалификации должны гибко ответить на востребование этого рынка труда. Слышишь? Что касается тогда особенно вот этой поддержки процесса сертификации и валидации, об этом мы уже довольно много рассказали сегодня, вот это в первой части этого дня. Мы будем тесно сотрудничать с Национальным центром независимой сертификации и валидации, не только касаемо какого-то консалтинга для членов центра валидации, но мы будем и провести курсы повышения квалификации, тоже тренинги для будущих оценщиков, которые представляют представители формального и неформального образования, они будут представлять и частный сектор, бизнес-ассоциации и так далее. Потому что вот такой же процесс независимой сертификации и валидации играет, конечно, важную роль, что тоже для обеспечения качества этих курсов. И это тоже, конечно, важный момент для тех, которые собираются либо работать за рубежом в рамках вот рабочей миграции, или те, которые вернутся из рубежом, чтобы они имели возможность, ну, наверное, вот почти какой-то сертификат с образца, который подтверждает, что они имеют такие же навыки. Например, если они работали в каменщике в строительстве в России, что они могут показать, ага, у меня есть такой же вот навыки, и я получал какой-то сертификат, который позволяет мне тогда тоже работать здесь, той же самой функции в Киргизской республике. Да, самый дополнительный момент это, конечно, еще, что мы опять же планируем какой-то встречу в рамках нашей работы группы и тоже, как сказать, провести какая-то организационная диагностика, слышите, пожалуйста, диагностика среди потенциальных существенных формальных провайдеров это обучение. Почему это так? Потому что у нас есть какой-то маленький бюджет, но все-таки мы можем поддержать несколько провайдеров при приобретении новых оборудования, материально-технического базы, плюс какой-то консалтинговых услуг при разработке, например, бизнес-модели, что они могут тогда и представлять их услуги на выгодном виде, вот даже профитабельном виде вот на рынке. Особенно что касается вот этого диагностика, какие предприятия или, наверное, провайдеры имеют такие возможности принимать участие, мы до сих пор еще разрабатываем. Мы представляем сейчас какие-то грантов для партнеров, как, например, вот и ассоциация e-commerce, плюс, конечно, дополнительные партнеры, с которыми будем сотрудничать при разработке учебных программ. Да, и самый последний пункт, это, конечно, что, как я уже сказал, что мы будем тесно сотрудничать тоже с Центром социальности и другими провайдерами, бизнес-ассоциациями. Это тоже, по-моему, важный момент, потому что это показывает, опять же, что мы понимаем, что все стейкхолдеры нужно привлечь, чтобы, наверное, иметь возможность развивать какую-то систему неформального образования. Но самый важный момент это, конечно, готовность со стороны частного сектора, предпринимателей, тоже инвестировать на повышение квалификации их сотрудников. Без этого готовности это мы не можем достичь ничего, потому что есть, конечно, те, как сказать, курсы, которые, может быть, оплачиваются из госбюджета для безработных, но это просто очень маленькое число, которое мы можем финансировать. И поэтому, значит, если там есть со стороны предпринимателей какое-то желание, что им нужно дополнительное число хороших специалистов или работников с дополнительными хорошими навыками, тогда им нужно и вложить, и инвестировать. Это, конечно, самый важный, по-моему, вызов сейчас. Это вызов, который уже существует несколько лет. Это вызов, который тоже может подчеркнуть наши коллеги здесь из Японского киргизского центра развития персонала.
Но я думаю, что если мы имеем тоже какую-то долгосрочную перспективу, тогда мы будем и работать на этой, как сказать, сфере деятельности, потому что, в конце концов, есть побольше предприятий, которые готовы тоже заплатить за повышение квалификации сотрудников. Это все еще недостаточно много, но все-таки это число растет. Я думаю, что это показывает, что мы сейчас находимся на правильном пути, и надеюсь, что в рамках нашего проекта мы можем тогда тоже поддержать этот процесс. Вот это более-менее вкратце все, что мы будем делать. И я, конечно, был рад получить с вами какую-то обратную связь, какие-то рекомендации. Как вы видите, вот наш годовой план работ до конца этого года. Это будет, по-моему, очень амбициозный план, особенно потому, что мы хотим сейчас провести курсы для почти 1400 людей. Но это не только вот этот вопрос числа, это тоже вопрос, конечно, обеспечения качества. И тоже, конечно, вопрос, каким образом есть какой-то интерес со стороны частного сектора. Спасибо вам большое за внимание.